В первый день первенства участники начальных классов, а это в основном те, кто только научился плавать, соревновались по 4 дисциплинам, в том числе в заплыве на минимальную дистанцию 25 метров. Это самая многочисленная группа, состоящая из 90 пловцов. Все дети показали хорошие результаты. Это говорит о том, что родители хотят, чтобы дети умели плавать. Родители с удовольствием приводят на тренировки детей, несмотря на то, что тренировки ежедневные, каждый день, кроме воскресенья. И детки научились плавать, они плывут разными стилями, не просто на воде держатся, они плывут брасом, кролем, на спине. И это очень приятно было видеть. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эти соревнования проходили не на открытой воде, а в бассейне, то есть так, как положено, с низкого старта, с дорожками. Это было бы, конечно, более и значимо, и как бы для детей тоже. Ну, исходя из того, что мы имеем, я думаю, что соревнования прошли на очень даже неплохом уровне. Во второй день соревновались уже старшеклассники, которые не первый год принимают участие в первенстве. Спортсмены боролись за звание сильнейшего в 4 видах плавания – кроль, дельфин, брас и плавание на спине. Ну а дети у нас есть очень талантливые. Если мы дадим им условия, мы будем соревноваться на хорошем уровне. И на российском уровне, и на нашем уровне. Мы очень благодарны, что нам очень сильно помогает городской отдел образования, Министерство образования, детская спортивная школа. Администрация нас очень большое внимание и большая помощь от них. Вот. А мы уже стараемся, как тренера, сделать все, что можно. Для обеспечения безопасности участников были привлечены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии. Соревнования прошли со спортивным азартом в дружественной атмосфере. Все дети получили огромное удовольствие от участия в них. Александра Габелия занимается плаванием уже более 5 лет. Она ни на минуту не пожалела, что выбрала именно этот вид спорта. Очень люблю этот вид спорта и считаю, что в Абхазии он должен быть более развит, так как мы, жители теплой республики, живем на берегу Черного моря, и мы обязаны уметь плавать. И я очень рада, что плавание посещает большое количество детей и молодежи, и что такие мероприятия проводятся и поднимают дух народа. Хотелось бы, чтобы, конечно, в республике функционировал бассейн, и чтобы плавание имело возможность развиваться не только в Абхазии, но еще и выводить наших спортсменов за рубеж. Победители всех дисциплин разных возрастных категорий были награждены медалями и грамотами, а юным начинающим спортсменам вручили дипломы. Аслан Жопуа, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.